С 1 июля повышается на 1000 рублей размер доплаты к пенсиям отдельных категорий граждан, не являющихся получателями пенсий иностранного государства. Затрагивает 9 категорий пенсионеров. Это около 16 тысяч пенсионеров. Предлагается повышение размера доплаты к пенсии на 1000 рублей всем категориям. И таким образом, после принятия данного постановления, дополнительная потребность средств в месяц составляет чуть более 16 миллионов рублей, то есть около 192 миллионов в год. Выплаты будут осуществляться за счет средств пенсионного фонда. Размер пенсии с увеличенной доплатой составит для граждан, получающих ее по возрасту, 5000 рублей, за выслугу лет 4700. Для пенсионеров, имеющих почетное звание «Народный заслуженный», 5500 рублей. Шахтеров – 4500. Инвалидов труда первой группы – 4900 рублей, второй группы – 4800 рублей, третьей – 4650 рублей. Для лиц, получающих пенсию по случаю потери кормильца, 5000 и 4700 рублей. Для детей, оставшихся без обоих родителей, 8000 рублей. Социальные пенсии по инвалидности составят 4100 рублей. Пенсии для инвалидов детства в возрасте до 16 лет и первой группы составят 6000 рублей, второй группы 5500 рублей. Очень хорошая тенденция наметилась в последние годы, что мы имеем возможность, может быть, не с теми ожиданиями, но все-таки идет индексация, все-таки идет рост повышения и социальных выплат, и размера заработной платы. Она в целом по экономике из месяца в месяц у нас даже растет, даже не то, что мы по году говорим. Это хорошая тенденция. Кабинет министров принял постановление об организации работы по составлению проектов законов Республики Абхазия о республиканском бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия на 2026 год. Предлагаю сделать так, чтобы проекты, в случае необходимости, проекты по целевым ведомственным программам, соответственно, находили свое отражение в более сжатые сроки, чем это происходит. Чтобы так не получилось, что мы, к примеру, согласовываем позицию, а потом месяц, два, три, четыре. Это практика такая сложилась, причин объективных тоже много по этому поводу, что проходит первый квартал, и мы еще не имеем, утвержденную программу. Очень попросил бы, чтобы заранее подготовили проекты, причем ориентироваться можно уже на среднесрочную перспективу. Не на год делать, а вот на более длительный период. Лечение граждан Абхазии в республике и за ее пределами, программа развития сельского хозяйства и камеры видеонаблюдения на дорогах. Все эти проекты сегодня работают, отметили руководители профильных ведомств. Об этом уже есть, как говорится, рекомендации, сторонние, внешние оценки. Мероприятия по фото-видеофиксации дает, соответственно, очень хорошие результаты, уже гораздо снижено, да? У нас уровень правонарушений на дороге. Проводим анализ, показывает, что на основных участках опасных по дороге у нас существенно снизилась скоростной режим, и снизилась аварийность, снизилась, и, соответственно, как говорится, это реальный эффект, потому как мы проводим постоянно анализ. Теперь деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом и международным автомобильным перевозкам грузов, а также лицензирование будет регулироваться Министерством экономики Абхазии. Министр профильного ведомства отметил, что порядок лицензирования остается неизменным. Постановления вступают в силу с 1 сентября этого года. Также на заседании были утверждены правила казначейского сопровождения. Этот механизм мы уже применяем на практике в отчетном финансовом году, в 2024. Посредством этого механизма нами уже было осуществлено расходов более чем на 500 миллионов рублей. Мы осуществляли казначейское сопровождение в рамках соглашений, заключаемых между Министерством энергетики и транспорта и Черноморэнерго. Это различные соглашения по разным направлениям, связанные с оплатой перетока за электроэнергию, поставкой
приборов учета и другими направлениями. Механизм в целом проявляет себя как достаточно эффективный, который обеспечивает максимальную прозрачность проводимых операций и не позволяет исполнителям по контрактам либо по соглашениям отвлекать средства на цели, не связанные с исполнением контракта либо соглашения. На заседании президент Академии наук Абхазии Зураб Джапо представил отчет о выполнении целевой научно-технической программы АНА. Министр по налогам и сборам Эдгар Бения доложил о собираемости налогов. За первое полугодие 2025 года в бюджет поступило 2 миллиарда 228 миллионов рублей. Выполнение составляет на сегодняшнюю дату 111%, динамика также положительная 113%. Если брать отдельно месяц текущий, при плане 344 миллионов 410 тысяч рублей, фактически поступления составили 371 миллион 912 тысяч рублей. Также выполнение 108%, динамика положительная по сравнению с прошлым годом 102%. Мы вчера с вами обсуждали инициативу о подготовке проекта закона о спецналоги, об его упразднении. Подготовьте побыстрее, там каждый день это несправедливое налогообложение получается. Кого-то мы через упрощенную систему налогообложения предлагаем регистрироваться, а при этом спецналог остается. Разумеется, мы готовимся к применению контрольно-кассовой техники. Это ключевая задача, это вот ее надо всем вместе нам решить, заняться и решить. Вот она должна номер один у нас стоять. Кассы, в том числе контрольно-кассовая техника, которую мы понимаем как привычная, у нас стало происходить, что все чаще и чаще через электронные торговые площадки приобретается товар, вот, что, естественно, полностью выбывает из поля зрения, из объекта налогообложения. Вот. Здесь надо лучше международный опыт изучить, и потом, если там нужны информационные технологии, какие-то программные продукты, обязательно надо об этом говорить, обязательно. Кабмин предоставил обществу с ограниченной ответственностью «Аккорд Агро» право пользования участком недр для добычи подземных вод в селе Алахадзы на территории Гагарского цитрусового совхоза. Решение согласовано с экологами и районной администрацией. Гугуца Вардания, Инал Квинжа, Абхазское телевидение.